Коми продолжит работу по модернизации библиотек. Об этом заявил исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. Ознакомился с современным стандартом устройства книгохранилищ, посетив Центральную библиотеку Сыктывкара. А еще оформил здесь электронный читательский билет. Это была первая библиотека в стране. Мы ее открывали с полпреда, с Александром Владимировичем 15 октября, и были первыми по всей стране. Это было принципиально. Да, это зона коворкинга, то есть совместная работа немножко тут переделана по поводу вашей встречи. Это событийная площадка, трансформируемая в читальный зал. То есть, когда идет мероприятие, расставляются стулья, зона огораживается акустической шторой. Когда, соответственно, мероприятий нет, на мешках можно просто посидеть и почитать. Здесь же и читающий сканер для людей с проблемами зрения. Для слабовидящих текст можно увеличить до нужного размера, чтобы можно было прочитать. А если человек совсем не видит, то он может прослушать произведение. Речь включена. Поместите текст в окно и кликните по экрану. Немножко механический голос, но в принципе суть все понятно. Воспроизводит то, что написано. Да. Александр Леонидович апологет, а он опасный человек. У Карин Румянов, но в том смысле. Хоть это и машина, но в принципе доступно для чтения, можно читать инструкции, которые не да, Здесь же Владимир Уйба провел и видеоселекторное совещание с библиотеками городов и районов республики. Руководитель региона отметил, Коми – один из лидеров внедрения модельного стандарта библиотек в России. Его старт в регионе начался еще в 2018 году, за год до начала реализации национального проекта «Культура». В прошлом году были открыты 11 модельных библиотек в 10 муниципалитетах. В этом работа будет продолжена. На модернизацию еще 8 книгохранилищ из республиканского бюджета выделено более 30 миллионов рублей. Кроме того, библиотека в воркутинском поселке Варгашор получит субсидию из федерального бюджета и тоже сможет получить статус модельной. Важно, что в республике разработана стратегическая карта развития библиотечной системы с перспективой аж до 2030 года. Это, конечно же, всегда дает возможность работать на будущее и действовать с опережением. Реализация нацпроекта «Культура» позволяет продолжить работу по модернизации библиотек. Благодаря тому, что меняется не только внешний облик библиотек, но и подходы к работе, сегодня мы можем вернуть, и это очень важно, нашу молодежь в библиотеке. Подрастающее поколение сейчас особенно восприимчиво к новым технологиям, к различным онлайн-форматам работы. Поэтому, конечно же, я прошу уделять этому направлению повышенное внимание, особенно в период летних каникул. В этом году это будут особенные каникулы. Задача перед всеми библиотеками – максимально увлечь детей этим летом полезным занятием. В свою очередь, книгохранители отметили, благодаря модернизации их учреждений укрепили статус информационных и культурных центров. Посещаемость выросла, а еще появилась возможность пополнения книжных фондов.